Новая детская площадка у Магнита. Улица Мичурина. Баня наша. Теперь в ней пивная, закусочная 24 часа. Вот. Наверное, баня тоже осталась. Может быть, и нет ее больше. Улица Советская. Гостиница Печора. Сбербанк. Все по-прежнему, ничего не меняется. Кусты, деревья вместо домов. Улица Советская. Магазин когда-то был продуктовый. И кулинария здесь сбоку была. Теперь мебельный магазин. Автостанция, которой уже много лет нет. Книжный магазин, вместо него там развалины. Здесь дома были с левой стороны. Многоэтажки деревянные, тоже вместо них кусты. Ничего нет. Все пусто. Военкомат здесь был тоже. Все кусты, кусты и кусты. Военкомат тоже зарос большими деревьями. Его практически не видно. Вот улица Советская. Собачки лают. Вот домики. Старое здание соцзащиты. Ныне пустующее, теперь переехала соцзащита, по-моему, в гостиницу. Так что здесь, наверное, все в этом здании. Березовая роща с памятником. Там маленькое деревянное здание. Некогда был тир. Теперь просто пустующая избушка деревянная там вдалеке. Вот. Здесь нет. Милиция была, тоже березовая роща. Вдали какие-то гаражи. Ничего нету. Школы тут были. Здания. Все пустое, пусто. Одни деревья кругом. Вот. И там тоже заросли кругом. Сгоревший дом. Не знаю номера. Какой-то домик сгорел вообще. Кошмар. Везде пусто. Тихо. Соцзащита бывшая. Ну вот здесь тоже заросли. Там улица Красногвардейская. Тоже вся
поросла деревьями борщевиком. Тут служба занятости. Там дальше был детский сад «Солнышко», в который я ходила когда-то в детский сад этот. И домик был зеленый, стоял, двухэтажный, по-моему, тоже его нет. Здесь магазин был. Одни развалины. Нет ничего здесь. Дорога, ведущая раньше к конфекционному отделению. Здесь была типография. Теперь доски. Гора досок и кусты. Здесь когда-то был детский сад «Солнышко». Теперь домик жилой стоит, чья-то дача, а рядом сгоревший гараж. Двухэтажного дома зеленого нет, который был. Тоже пусто. Улица Бабушкина. Вот здесь когда-то было инфекционное отделение. Я еще лежала в нем, болея желтушкой. Там спуск на улицу Кирова. Дом. Здесь какие-то отделения тоже были. Вообще все развалилось. Здание какое-то. Не помню уже, какое было здесь отделение. Но факт тот, что уже все развалилось. И здесь тоже кусты. Ничего не осталось. Одна зелень. Природа кругом. Вот так вот. Роддом здесь когда-то, по-моему, был где-то. Уже, если честно, не помню. В общем, груды кирпичей каких-то, досок, ну и пустыри. Все вот так вот. Ничего нет. Ну вот. Здесь улица. Магазинчик. Вроде более-менее такой. Все тоже заросло. Улица Коммунистическая. Тоже вся заросшая. Это спуск туда. Раньше мы спускались, были тротуары, теперь заросли. Ну и вот так вот выглядит все. Одни деревья кругом. Там дорога на улицу Советская. Дом номер 23. Тоже, наверное, уже не жилой. Пустой. Эта дорога вела к библиотеке. Насколько я помню. Вышка какая-то. Вот. Тут только огороды одни остались возле дома. А жить, наверное, никто не живет в этом доме. По улице Коммунистической. Да. Наверное, переселили людей куда-нибудь. Или все разъехались. Улица. Вот библиотека, на которой находилась. Не помню название. Не Захарова ли? Вот тоже здесь все развалившее. Здание. Дом какой-то развалился тут. Может, кто узнает свой старенький домик. Вот такая улица Захарова.
Здесь тоже все заросло. Туда дальше не пойдем. Поля, поля. Там улица Советская. Дальше. Здесь когда-то был на улице Советской книжный магазин. Вот это все, что от него осталось. Да, когда-то походили покупать сюда тетрадки, книжки. Да, ничего, теперь одни зияющие окна, дыры, все заросло. Рядом дом с книжным тоже развалился. Теперь тоже ничего нет. Возле гостиницы Печора вот такой арт-объект. Лосиха с лосенком. Гостиница Печора. Ну и улица Советская. Мебельный салон Анастасия. Вместо когда-то спорттоваров, по-моему. Рядом остановочка. Улица Советская. Здесь памятники воинам. Почта в Троицко-Печорске. Вот так выглядит сегодня. Улица Советская, дом 61. Видимо, здесь живет какой-то умелец, рукоделец. Во дворе у него тут очень классные из шин сделан Змей Горыныч, лебеди. В общем, приятно, когда руки на месте. Ну и дальше вот ничего интересного на улице Советской в этом месте нет. Идем дальше. Магазин «Бочка». Здесь сейчас располагается продуктовый мини-маркет. Я так понимаю, мебель и люстры. Магазин. Не знаю, работает он или нет. Ну, в общем, как-то так. Ну, а это улица Печорская. Дома тоже все разрушены. Здесь какие-то, не пойми что, не знаю, какой-то гараж или что. Ну, а дальше, как мы видим, я не знаю, живет ли кто или нет в этих домах. Я думаю, что, наверное, расселены уже все дома эти. Улица Печорская. В одном доме, я так понимаю, еще кто-то живет, а в двух других уже все. Мама дорогая, тут полный развал. Уже людей живущих нет. Вот так вот. Вместо автостанции у нас теперь магазин «Пятерочка» и магазин одежда для всей семьи «Модерн». Заходить не будем пока. Ну а тут вот какие-то дома и ритуальные услуги. Домик. Здесь у нас по улице Советской какой-то, наверное, шиномонтаж. Здесь Сыктывкар пиво. Вот русский фейерверк. Ну, вот так вот Пятерочка.
Здесь у нас какое-то предприятие. ДРСУ, по-моему, на улице Советской. Вот так вот. Здесь все заросше. Там бочка при повороте с улицы Советской. На улице Портовой рыболовный магазин. Не знаю, работает он или нет. Ну вот так вот. Здесь вот покосившаяся остановочка. Там дома. И, по-моему, я вижу радугу над домами. О, загадываю желание. Здесь у нас на улице Портовой, возле АТП, гостиница «Наш край». Вот. Приезжайте, останавливайтесь, кому надо. Вот. Здесь с этой стороны тоже какое-то предприятие. Вот. Вот так вот. А вот мы в СМП. Здесь на этой стороне одни заросли, ни одного дома. Когда-то здесь были дома. Теперь просто деревья. Нет ничего. Там в глубине есть какие-то домики. А с этой стороны магазин «Наш край». Там какие-то магазины, шиномонтаж. Ну и как-то вот так. Так. Здесь торговый центр, любимый дом. Магазин «Наш край». И там тоже какие-то напитки настоящие. В общем, магазинов предостаточно. Ну а тут в СМП заросли вместо домов.